Це взагалі моя найулюбленіша страва дитинства. Мы для вас специально сделали. Я хочу зазначити, що от саме в цей момент, поки ми пишемо це інтерв'ю, у будинку Халіда проходить обшук. Именно вот с Россией получилось так, что мы стали какими-то там террористами. То мы никогда никому ничего не платили, никогда никому ничего не заносили. Это исходит из нашей религии, из нашего воспитания. Яке ваше улюблене місце в Криму? На мой взгляд, идеальное место для того, чтобы жить там. О, так, я знаю. Can yürekten hepinizden sevem. Я очень по вам всем скучаю. Иншаллах, в ближайшее время, чтобы мы увиделись, обнялись и продолжали жить в своем любимом Крыму. Вітаю, селям алейкум, це проєкт «Обличчя вільного Криму». Наш сьогоднішній гість, він повністю відображає назву нашого проєкту. Ця людина була вимушена покинути Крим у 2014 році. Але приїхавши в Київ, він тут створив свій власний куточок Криму. Це співвласник гостьового двіру «Eski Kırım» Халід Білялов. Селям алейкум. Алейкум салям. Чохсагул нас, що знайшли для нас час і прийняли у себе в гостях. Мені дуже подобається взагалі «Eski Kırım». Тут така природа, вода, інтер'єри, це дуже нагадує Крим. І це одне з найпопулярніших і найсмачніших ресторанів в Києві. Як взагалі вам прийшла ідея відкрити в Києві ресторан такого типу? С самого начала всего этого пути у нас была с братом некая мечта, чтобы сделать, где бы мы ни находились, вот куда бы нас судьба ни завела, чтобы вот эта атмосфера Крыма, нашей культуры, она сопровождала нас везде и всегда. То есть я родился именно в городе Старый Крым. То есть я... Це від цього походить назва, Да. То есть поэтому мы и назвали это заведение «Eski Kırım». Но была некая мечта сделать именно кусочек Крыма здесь. Очень много времени занимало это подобрать нужную локацию. Угу. И Алимдар, мой брат, це ще один засновник. да, родной мой брат, он нашел это место. И когда мы сюда приехали, увидели, то есть здесь ничего не было, оно как просто такое поле с озером, да, так скажем. И вообще, то есть мы даже не думали там ни минуты, мы просто сказали, да, это нам подходит, это нам нужно. Потому что мы уже представляли эту картинку, эту природу, атмосферу, и как бы проект уже был у нас готов. Скільки часу пішло на те, щоб все це реалізувати? На то время мы начинали потихонечку, потому что изначально мы взяли чуть-чуть меньше территории, чем сейчас есть. Поэтому планы были изначально одни, и проект должен был открыться через полгода. Но поменялась ситуация, и нам досталось больше места, и это заняло больше времени. И мы на этот проект потратили 2 года. Це в якому році він відкрився? Відкрився в 19-му. У 19-му відкрився. Тобто вам 2 роки потрібно було, щоб тут Да. все відбудувати? Ну, еще учитывая то, что у нас больше как летние работы на улице, то есть зима, холода, это все, проект, ничего не происходило здесь. Це взагалі феноменально, бо коли кримські татари їдуть з Криму, або вимушено переїжджають, вони все одно щось таке роблять, що пов'язане з Кримом. Чому ви обрали от саме такий спосіб зберегти? Я так розумію, що ви цим і розвиваєте, і популяризуєте нашу культуру. От розкажіть, чому саме ресторани? Ви займалися і в Криму цим бізнесом? Да, до этого у нас в Крыму были 4 или 5 точек фастфуда, которые назывались халял фуд. То есть это дозволенная еда. Мы делали такой концепт, который был халяльным. И у нас еще был ресторан. То есть это был огромный, красивый, дорогой ресторан, где мы также
живя в Крыму, Мгм. презентовали крымско-татарскую кухню и по нормам ислама, да, то есть безалкогольно. И мы занимаемся сегодня тем, что мы умеем, и поэтому именно вот в этом направлении мы начали двигаться, потому что это из всего самое лучшее у нас получается это. А чим Ескій Крим відрізняється від решти кримськотатарських закладів? Наш гостевой двор это не просто ресторан, это гостевой двор. Это, то есть основная цель этого заведения познакомить украинского гостя с обычаями, традициями крымско-татарского народа и религией непосредственно тоже. А як ви це так вкраплюєте, скажімо так, в кухню? Бо люди сюди приходять їсти, правильно? Да. Як ви їм подаєте цю культуру, релігію? Да? Як ви вкраплюєте взагалі все це? Атмосфера, которая показывает, что это какая-то вот восточная, крымско-татарская вот какая-то культура, да? Угу. Во-вторых, у нас работают девочки, официантки, которые покрывают, одеты по религиозно, да, то есть как по-мусульмански. Вот. И вот эти вот моменты, когда человек заходит в наше заведение, он сразу понимает, что это какая-то культура. То есть это не просто там ресторан, кафе и так далее. Следующим фактором является то, что в меню вы не найдете алкоголя, да. И когда у нас гости спрашивают, а алкоголь у вас есть, мы говорим, что нету. Конечно, вопрос, да, а почему? Это же ресторан. Как рестораны без алкоголя? И здесь начинаем вкратце объяснять то, что мы крымские татары, мы мусульмане, и мы показываем вам свою культуру. То есть в нашей культуре по религиозной части алкоголь запрещен, и в принципе в рационе он не используется. Поэтому у нас заведение является халяльным и безалкогольным. И когда вопрос, а ладно, вы не продаете, мы с собой возьмем, но с собой тоже нельзя. Вот, интересные очень беседы происходят, но из гостей больше, то есть если так как статистику сделать, многие гости, это 99,9% гостей, которые говорят, что да, правильно, это круто, это классно. Тобто це таке ще, скажімо так, освітлення людей, що коли ви приходите в кримськотатарський заклад, це кримські татари, вони мусульмани, і вони їдять тільки халяльну їжу і взагалі не вживають алкоголь. Правильно. Тобто люди, які не знали до цього про культуру, наприклад, або релігію кримських татар, вони через Ескій Крим дізнаються про це. И еще хочу добавить одну такую мысль. Когда гости сталкиваются с такой вот информацией, то, что нельзя, и они начинают, естественно, задавать другие вопросы, которые им интересны. А как у вас в исламе вот этот момент? А как вот такой момент у вас в исламе? И так далее. То есть здесь происходят зачастую такие очень классные беседы за чашечкой ароматного кофе. У нас заведение, наш гостевой двор Ескій Крим, он не находится где-то на каком-то там проходимом месте. Это такое место, куда надо специально ехать. И наши гости едут сюда специально для того, чтобы посидеть вот на таком топчине с таким вот видом, на природе, да, и покушать вкусную крымско-татарскую еду. То есть вот. И их устраивает то, что нету алкоголя. Они больше, знаете, как относятся к этому заведению как семейный ресторан. То есть они с детками приходят, какой-то семейный круг. И эта культура им нравится. То есть здесь нету каких-то непонятных ситуаций, все спокойненько, никто никого не тревожит. От ви сказали на це тапчан, а ми з вами до цього говорили, а в нас на це говорять соро. Да. Тобто кримсько-татарська мова така різноманітна, як і її культура. А скажіть, а у вас на кухні працюють кримські татари, чи це українці, які вже навчилися готувати кримсько-татарську їжу? Шеф-повар, крымский татарин, зовут Шевкет его, молодой парень. У него есть образование поварское, но самый немаловажный момент, то что при выборе повара мы очень сильно обращали внимание, чтобы этот человек вырос в крымско-татарской семье и видел, да, вот как
само вот это вот энергия или как вот именно крымско-татарская подача, как нарезаешь, как относишься к продуктам в принципе, да, вот, это было очень важно. Щоб він з середовища Да, походив, да, да, так? да, потому что украинцы тоже есть очень хорошие повара, то есть, ну, проблем нету. Просто вот, когда ты говоришь, мы хотим крымско-татарскую культуру и настоящие крымско-татарские блюда, то они получаются только вот в таком варианте. А у вас, до речі, в меню є, як же воно називалось? Такі з горіхами роблять. Ну, такі як макарони, їх Я самі... понял. Сейчас я вам скажу, как они называются. Это было Я- блюдо джевизли Джевізлі макарне. Да, джевизли макарна. Чому ніде в ресторанах кримсько-татарської кухні немає джевізлі У макарне? нас с самого начала при открытии было в меню джевизли макарна. И оно просто его не распробовали, и оно не пользовалось как-то популярностью. Потому Мгм. что мы знаем еще этот вкус, даже я до сих пор вот могу чувствовать. Это вот эти бантики, которые посыпаны орешками, и еще давался такой чесночный этот, Так, так. как Сок. кефир густой такой вот. Да, это знаю. Ну, не распробовали, не пошло, не получилось. Це взагалі моя найулюбленіша страва дитинства. Мы для вас специально сделали. О, çok sağ olunuz. Doğan yarıma dağ derler, adın sorsan Kırım derler. Kıymetli yurtumun adı yüreğimi yaralar. Doğan yarıma dağ derler, adın sorsan Kırım derler. Kıymetli yurtumun adı yüreğimi yaralar. Varamadım, doyamadım, yüksek yayla düzlüğüne, hoş bülbüller sesine. Ben isterim yurtumda kaysın dostlarımın eline. Ben isterim yurtumda kaysın halkımızın özüne. Халід, чому ви поїхали з Криму? Это такая очень больная тема, потому что не давали нам, просто вот если я сейчас возьму чисто вот открыть нашу семью, да, я не говорю про народ, я говорю про нашу семью. Во-первых, из нашей семьи, вот я, брат, сделали, грубо говоря, там каких-то террористов, и это было как такое мнение, да, сформировано. Плюс нам не давали спокойно работать. Почему? Потому что наши заведения в Крыму тоже пользовались популярностью. Но почему-то главу там города или там мэра или кого бы ни было не нравилось просто название нашего заведения или там вообще работа нашего заведения, потому что мы никогда никому ничего не платили, никогда никому ничего не заносили, мы работали открыто, чисто, и когда приходили к нам какие-то там просто покушать даже там с каких-то государственных учреждений, и то есть всегда им предъявлялся счет, например, и какой-то вот, знаете, какая-то несправедливость, или как будто ты им что-то должен, постоянно вот за ними бегать, что-то просить, там, умолять и так далее и тому подобное. То есть вот конкретно я почувствовал на себе то, что к тебе относятся как к какому-то вот ненужному человеку. Вот поменяйте название. Ну, це тому, що ви кримський татарин, тому Да, що ви да, мусульманин. Тому це, я так розумію, в 2014 році, коли Крим окупували росіяни, Да. кримські татари стали не тільки по національні ознаки переслідуватись, так само і Да. за релігійною ознакою. Именно так.
Виходить, що ви з релігійної кримськотатарської сім'ї, Да, і ваш да, брат Алімдар так да, само. да, конечно. Мы выросли именно в соблюдающей ислам крымско-татарской семье. І через те ваша сім'я зазнала утисків. І першим Да. поїхав, наскільки я знаю, ваш брат. Да, мой брат уехал, но первый, когда у него был выезд, он уехал, у него родилась дочь с четырехсторонним порогом сердца. И был выбор ехать в Москву или в Киев на лечение. Мы выбрали Киев, Ахмадет. Нам помогли, Аллах разолсын. Он приехал сюда на операцию и на реабилитацию. Но когда проходила эта реабилитация, мы ездили домой там по делам, сюда возвращались. И вот до одного момента, пока его очень жестко не остановили на границе и по-хамски с ним вели себя. То есть это было просто как будто, то есть человека опустить, вот, как говорят, ниже плинтуса, да, то есть когда тебе угрожают, когда тебя оскорбляют, когда вообще ни грамм уважения нету вообще к человеку, и просто швыряют в конце концов вот эти вот документы все вот так прямо в лицо и говорят, иди отсюда, и если ты еще раз сюда заедешь, ти поїдеш в тюрму. Тобто вони не просто його не впустили в Крим, вони його принижували. Да. После этого я тоже поехал сюда и уже остался, потому что до этого я ездил, потому что у нас там еще была работа какая-то. Я ездил до того, когда я женился, и после этого, когда мои друзья пересекали границы, они говорили о том, что за тебя там спрашивают, где ты работаешь, где ты живешь, когда ты приедешь и так далее. И я понял, что мне тоже уже не стоит туда ехать. З цього моменту ви перестали їздити. Да. Зараз в Криму хтось з рідних у вас залишився? У меня только двоюродные, дяди, тети. А родители, мои родители здесь, Алимдара семья здесь и моя семья здесь. Но у меня там еще есть двое детей от первого брата. Я хочу зазначити, що от саме в цей момент, поки ми пишемо це інтерв'ю, у будинку Халіда проходить обшук. Да. В Це доме, який где вже я... раз? Это второй раз. Первый раз это был обыск, когда мы там жили. Это было в 6 утра. Это было очень громко, шумно, чуть ли там не выламывали двери, когда просто я уже открывал дверь. Потому что, на то время мы понимали, что в любой момент тебе даже не спросят, там, кто ты, что ты, тебе надо, вот они зайдут. То есть, что им надо, они сделают. Поэтому никто сопротивления никакого никогда не делал. И когда я открыл дверь на стуки, и залетают 3-4 человека там в черной форме какой-то, в масках, и тычут тебе автомат, и ложат как какого-то преступника на землю. Це ви в той момент були вдома? Да. Хто ще був? Был я, моя мать, тетя была моя. Это у нас получается в одном дворе 3 дома. То есть родительский дом, мой и Алимдара. И получается так, что в первом доме у нас жили работники, которые работали у нас. Во втором доме жил я с мамой, а там Алимдар с семьей жил. Первый раз даже, когда был обыск, Асан Зикиряев, у которого сейчас, кому сейчас пришли с обыском, он тоже был там, еще тогда. И что происходит сегодня? Сегодня также там живет он, следит за порядком, там работает он в Старом Крыму, у него есть точка тоже общепита. И сегодня постучали к нему в дверь. Очень быстро провели какой-то обыск. Его увезли в неизвестном направлении, но потом стало известно, что, оказывается, его семья была у родителей в другом селе. И они вот всей вот этой своей группой и вместе с ним поехали, забрали его жену с детьми и вернулись опять в Старый Крым, в тот дом, где я жил. И все отцеплено в радиусе 200-300 метров, никого не пускают, ничего там, такая техника стоит, как будто я не знаю там, кого они принимают. Чому Росія так робить? Россия, они же хотят из своих граждан, жителей сделать рабов. Они же хотят просто, чтобы человек не вмешивался ни в какие дела, чтобы вот он
шел на работу, получал свои там 15-20 тысяч рублей и жил на них молча. А когда ты развиваешься, когда ты имеешь какой-то авторитет, когда тебя слушают, когда у тебя все получается и благополучная семья, вот такие вот люди им не нужны. Тем более это крымские татары, тем более это мусульмане, потому что мусульмане, они думают по-другому, они воспитаны по-другому. То есть в нашей семье всегда была справедливость. Там, это нельзя делать, потому что это плохо, за это есть какой-то там, например, это грех, да, например, или это там, даже вот я помню, там мы бегали в школе, когда в какие-то сады чьи-то там, черешню вот это кушали, ну, тогда воровство мы это не считали, мы просто хотели черешню бегать, но за это нас родители ругали, потому что это чужое и нельзя. Поэтому мы, крымско-татарский народ, трудолюбивый, честный и хотим, и мы относимся хорошо ко всем людям, разным. Разницы нет, кто перед нами. Но почему-то именно вот с Россией получилось так, что мы стали какими-то там террористами, там, людьми, которые не имеют никакого слова і закон для них не працює. Ну, це зрозуміло, чому вони до нас так відносяться. І особливо зараз, коли вони розуміють, що 90%, навіть я можу сказати 90, да і більше, да? Там, більше 90% кримських татар підтримує Україну. Да. Потому что, ну, есть сравнение, как жили при Украине и как живут здесь. Як ви зустріли ранок 24 лютого 22 року? Вообще я никому об этом не говорил, но, если честно, я проснулся в 7 часов. Угу. Тобто ви Я собі проспал. спокійно спали? Да, Да? я проспал. Я проснулся от того, что моя семья суетится, какие-то звонки, у меня там куча звонков пропущенных. Я не помню почему, но я, по-моему, в таком режиме тоже вот будет, не будет, и поздно легли, и просто я уже ничего не слышал, ничего не видел. Но проснулся я и был немножечко удивлен тем, что я увидел, как люди просто толпами, вот это вот какая-то суета происходит. Я живу там на 6-м этаже, я смотрю на этот двор, и я просто не понимаю. Как-то вот непривычно это. Ты слышишь на горизонте еще видно, да, вот эти взрывы там какие-то, слышно все это, дрожит все. Но было так бодряще, я скажу. На то время мы взяли какой-то там основные вещи, они были готовы, в всякий случай. И просто спустились в бомбоубежище, успокоились, подумали, что вообще будет происходить дальше. Отправили отца, мать и наши семьи в сторону Львова. Говорим, просто выезжайте, а мы пока здесь посмотрим, что как, обстановка, потому что у нас были очень много незаконченных дел, там квартиры, не квартиры, там вещи, все такое. И они уехали, и мы здесь еще пробыли почти до 10 марта. То есть это было село Чайки. Так це взагалі поруч. Да. Но это было максимально близко к всем боевым действиям, я про це і которые кажу, да. могли быть вообще, в принципе. Потому что там, я сам не знаю, но нам говорили из теробороны, ребята, которые там стояли, они говорили, что буквально 1,5-2 километра от нас, вот там в лесополосках что-то происходит. И такое. То есть еще когда взорвали Юта-сервис, мы были там, вот буквально вот в 100 метрах от этого. На самому початку взагалі можна було і виїхати. Да. Чому ви не виїхали? Это воспитание, наверное, я так думаю, потому что когда вот самое важное для нас семья, да, то есть когда ты семью отправил в безопасное место, у тебя есть уже успокоение. То есть мы зачастую за себя в последнюю очередь думаем, да, как так получилось. В том районе, в том селе, где мы живем, там есть ЖК Чайки, и там достаточно много крымских татар живет. И были семьи, которые остались с детьми, с родителями и так далее. То есть много было женщин, много детей. И там у нашего знакомого был цех в подвальном помещении по производству, вот, кстати, пахлавы. Да? И они все скопились там. То есть все сюда спустились, и мы тоже поехали. Почему мы так сделали? На то время
Наверное, чтобы быть как-то полезными здесь хоть какое-то время. Потому что 24-го ресторан был закрыт, мы не работали. У нас было много продуктов. У нас был там мясной магазин, тоже друзья наши держали. И на первые 2 недели, вот пока мы здесь были, мы постоянно эти продукты раздавали людям, которые остались и жили, практически жили в таких подвалах, там, бомбоубежищах. Теробороны на блокпостах мы раздавали еду, потому что у нас здесь даже есть сельрада в Софийской Борщеговке, там, где все люди пришли туда именно, потому что там как бы такой район, где нету там подвалов и так далее, и все пришли в эту сельскую раду. И вот мы туда эту еду привозили. Буквально мы, наверное, неделю просто развозили еду, просто туда-сюда, чтобы было что есть, потому что, ну, я не знаю, это такая вот ситуация, когда ты хочешь быть максимально полезным для людей, то есть сделать им добро, потому что все в беде. Потом, когда вот мы были вот в этой семье, так скажем, да, на Чайке, и уже все разъехались, то есть там уже было все, уже все уехали, и мы выехали с братом последними. То есть вот всех как сопроводили и уже за ними поехали. И наши семьи тогда были в Мукачево, мы поехали туда. Были в Мукачево, и так сложилась на то время ситуация, что у нас, можно сказать, вообще не было денег. То есть, ну вот вообще вот там на картах какие-то там 1000-2 гривны у меня, у него. И стал вопрос, ну, что делать сейчас? Хорошо возвращаться работать, ну, для кого? Мы приехали сюда уже в конце апреля и открыли заведение и начали работать. Потом уже семьи забрали. То есть, ну вот вкратце вот так это происходило все. Тобто ви в минулому році в квітні відкрились, правильно? Да. Не в цьому, в минулому? В минулому. Угу. То есть после войны, через 2 месяца. А, ви просто виїхали на 1 Да, місяць да, і повернулися? да. Скажіть, от ви коли-небудь згадували, з якого Криму ви їдете? І чи колись ви думали, в який Крим ви повернетесь? Я помню Крым, когда я там жил, развивался, делал бизнес, ходил в гости к своим друзьям, соседям, родственникам. Я помню отчетливо это время все. И после того, как оккупировали Крым, я туда ездил. И это был совсем другой Крым. Из Крыма, из нашего любимого, такого цветущего и атмосферного Крыма стала какая-то серая, ну, мне тяжело подобрать слова, но очень сильно была атмосфера именно, вот, меняется. И я не представляю сейчас, как там. Я не представляю вот с этой ситуацией, как там вообще происходит, но я надеюсь на то, что когда оставят нас в покое все эти нехорошие люди, и мы поедем в свой любимый Крым и сделаем там так, как оно было, и даже лучше. А коли? Я не знаю, но я думаю, что в ближайшее время, ну, так, І так, ваші так батьки, говорят. мабуть, сумують за Кримом? Да, это у меня умер дедушка, это мамин отец, то есть мы не смогли поехать. У меня там 2 детей моих родных, 2 детей, которые живут там, учатся в этих школах, и все это наблюдают, и я не могу их забрать, не могу их, я уже 2 года я их не видел. Они приезжали сюда до войны летом, 2 месяца здесь были, а сейчас не могу. Хорошо, есть там какая-то видеосвязь, чтобы поговорить, но все равно это тяжело. Просто очень скучаешь именно вот за той атмосферой, за родными, за родственниками, за соседями, которые вот ты просто мог выйти там через 2 дома, там, на Риманага идемте хаве пить, например, да? Вот не хватает этого всего. Мечети там наши, ну, совсем другая атмосфера. Як ви думаєте, чому багато кримських татар у всій цій ситуації обирають не мовчати, а саме висловлюватись? От, наприклад, я часто бачу на сторінках Кримської солідарності,
що це може бути взагалі людина, яку ти не знаєш. Але на суди ходять дуже багато людей. Як ви для себе пояснюєте цю єдність? Чому ми такі? Я думаю, что это исходит из нашей религии, из нашего воспитания. Потому что Аллах в Коране говорит то, что все мусульмане братья. Да? Дальнейшее есть такие тексты, которые говорят, что желай своему брату мусульманину того же, что себе желаешь. Поэтому никто не оставляет в беде, потому что это вот именно какой-то народ единый, да. То есть кому-то тяжело, вот даже вот, если вы вспомните, были такие традиции у нас, как хашар называлось. Так, звісно. То есть какой-то сосед запланировал какую-то стройку, я не знаю, либо там забор ему там надо сделать. И просто он говорил, там, джемат, такого-то дня, если что, делаю хашар, приходите, вот такая вот работа. И все приходили. Все приходили, хозяин дома готовил какой-то плов, казан, и все дружненько друг другу помогали и это все делали. Это в хорошие времена, а сейчас плохие. То есть у его соседа, у его брата, у его родственника, у его отца обыск там и так далее и тому подобное. И он идет, потому что он знает этого человека. Пусть видят, что мусульмане, крымские татары сплоченные, что они не оставят никого. И они никогда не добьются того, что крымские татары замолчали. Никогда этого не будет. Все равно будет. Пусть это будет последний человек, который останется в Крыму, крымский татарин, но он придет туда на суд или там на обыск и будет стоять, дуа делать будет, или там будет кричать, что-то говорить, вы что делаете и так далее. Вот до последнего татарина вот это будет. Это вот у нас в крови, это не отнять. Я тут з вами згодна. Це в нашій крові, і насправді таких кримських татар набагато більше, Так. але є і ті, хто обирає мовчати. Есть из-за страха, из-за потерять какое-то свое имущество, может кому-то угрожают, кто-то боится там, я не знаю, там вот даже, например, обыски проходят, их некоторых пытают там током, что-то делают, ну это страшно на самом деле. К этому ты никак не подготовишься физически, и только морально. Поэтому кто-то может это сделать, а кто-то нет. Ну, никто не осуждает это, ну, нельзя осуждать. А якщо ми візьмемо тих, хто все ж таки співпрацює зараз з окупаційною владою, і от ми повертаємось в Крим, на вашу думку, як ми будемо взагалі вистраювати цю комунікацію з цими людьми? Я чесно вам скажу, я поки собі навіть не уявляю, як я просто буду вітатись. От просто навіть на цьому рівні я поки що не розумію, як я буду долати цей бар'єр, розумієте? Як ви бачите це? Я, например, думаю, что те, кто знает, что он реально сделал плохо, так скажем, да, они сами уедут. Но останутся искренние, которые, да, ну, ситуация так получилась, ну, я ничего не мог сделать и так далее. То есть, ну, люди разные, можно за один и тот же поступок по-разному относиться к человеку. То есть один искренне просто раскаялся, понял, попросил прощения и сделал что-то лучше. Такие тоже есть. А вот такие плохие люди, да, так скажем, с ними, наверное, и по-плохому будет. Я не могу судить никого. Просто, например, в моем окружении нет таких людей, которые бы там топили, например, за режим этот, да. В моем окружении есть люди, которые просто стали заложниками ситуации. То есть, ну, они ничего не могут сделать, они не могут оставить свой дом, они не могут там... Хворих батьків, да, там, да, да, да. багато чого, Да. насправді. У некоторых нет возможности просто уехать. Мгм. Но представляете, вы, это надо переехать в другую страну куда-то и начать все заново, когда хватило того, что они после депортации пришли, ну, приехали обратно в Крым, отстроили все, сделали, и сейчас, да, то есть уже нету сил просто у некоторых, да. У меня нет таких вот людей, которым я предъявил бы что-то просто. У меня обычные вот мои соседи, мои друзья, мои знакомые, которые работают там, кто-то магазин продавцом работает, кто-то там фастфудную держит, кто-то просто полями, огородами занимается. То есть они как-то выживают,
кормят свою семью, выживают, ну, исходя из того, что не переходят границы, да. Ну, к сожалению, мы знаем тех, которые переходят, да, границу. С ними, наверное, как-то будет по-другому все это. Традиційно я своїм гостям в кінці інтерв'ю завжди задаю питання, яке ваше улюблене місце в Криму? Вот Старый Крым, я вот родился именно в Старом Крыму, именно вот как я вот появился на свет, я вот жил там, я никуда не переезжал, мы никуда не ездили. Это, на мой взгляд, идеальное место для того, чтобы жить там, потому что там есть и город, и санатории, и лес, и море, ну, рядом, да, я имею в виду все. Но, исключая, например, именно свой родной город, мне очень сильно я бы хотел бы поехать в деревню к маминым родителям. Вот там, где мы на лето ездили отдыхать, помогать, там куча огородов было, куча садов было всяких, и там очень красивая мечеть. Як називається? Орталан, земляничная. О, так, я знаю. таке. Там, получается, эту мечеть очень долго строили. Там в этой строительстве участвовал мой дедушка Алла Рахмет Элисон. Он был молла этого села, да. И там очень красивая мечеть, и самое вот там красивое место, это когда ты выходишь с главного входа с мечети, там такая длинная ступенька вниз, и прямо вот на горизонте у тебя большое озеро. Ну это вообще, вот там я отдыхал, там я чувствовал себя, что вот такая, знаете, какая-то тишина, спокойствие. Это из детства, это просто из детства. Вот хотел, и тем более там еще кладбище Мезарлых, Карбабашка, Биташка, дядьки, поэтому это, наверное, туда. А колись думали, що в Крим ви більше ніколи не повернетесь? Нет, я думал, что я вернусь в Крым, вернусь. Чохсаглнас Халід. Якщо я вас про щось не спитала, але вам важливо про це сказати, то я прошу, будь ласка, от в цю камеру. На самом деле много чего есть сказать, но я хотел бы просто передать большой селям всем нашим братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, крымским татарам, которые живут сейчас в Крыму в такое нелегкое время. Хотел бы сказать, что Джан Юриктен Эпназ Насевем. Я очень по вам всем скучаю. И Аллах, иншаллах, в ближайшее время, чтобы мы увиделись, обнялись и продолжали жить в своем любимом Крыму за вот такими вот прекрасными столами. Чохсаглнас вам, Халід, і за Пожалуйста. те, що популяризуєте нашу культуру, і за те, яку позицію ви сьогодні маєте. І з 2014-го мала вся ваша сім'я. Чохсаглнас вам за це. Чохсаглнас за те, що пригостили сьогодні дуже смачною кавою. Ардыгурилсын. Чохсаглнас. Аллах разы olsun. Sağ olunuz, geliniz.